Уважаемые коллеги, ну, наверное, мы начнем с вами, да? Я думаю, кто подключился сейчас, предлагаю в чате записать. Так, сейчас, минуточку. Сейчас чуть-чуть у меня тут накладочка. Параллельно по всем программам идут какие-то мероприятия у детей тоже. Так, уважаемые коллеги, значит, еще раз прошу в чате записать фамилия, имя, отчество, школа. Если вы учитель, то какого предмета и номер школы или район. Да? Если это студенты, вижу наших ребят тоже в участниках, то тоже, пожалуйста, отметьтесь, что такой-то курс, факультет и так далее. Значит, ну, уважаемые коллеги, так как мы с вами все уже немножко конец года, у всех понимаю, что очень большая нагрузка, но очень рада, что вы сегодня подключились, что мы вновь с вами встретились, потому что много есть вопросов, которые хотелось бы с вами обсудить. Хотелось бы показать новые веяния в научных исследованиях, именно географических научных исследованиях, да? И поэтому, так как сегодня у нас мероприятие проходит в рамках профориентационной работы кафедры земельного кадастра и землепользования, то первое слово я хотела бы предоставить заведующему кафедрой Дмитриевой Анфисе Валерьевне, кандидату биологических наук, доценту. Анфиса Валерьевна, пожалуйста. Да-да, меня слышно? Добрый день, добрый вечер всем. Да-да, слышно. Угу. Добрый вечер, уважаемые участники конференции. Кафедра земельного кадастра и землепользования рада приветствовать вас на этой конференции. Хотелось бы буквально несколько слов сказать о нашей кафедре. В этом году у нас происходит набор студентов на направление подготовки 21.03.02 землеустройства кадастра по профилю земельный кадастр и управление территорией. Кадастр недвижимости и управление территориями. В этом году у нас выделено 27 бюджетных мест, и поэтому очень хотелось бы видеть ваших учеников, наших будущих абитуриентов в рядах нашей очень востребованной, очень по нынешним временам, скажем, хорошей профессии. Если посмотреть условия поступления на наше направление, это, естественно, сдача ЕГЭ и по предметам русский язык, профильная математика, и на выбор здесь дается либо информатика, либо физика. Если у нас есть слушатели на базе среднего профессионального образования, то здесь необходима сдача, скажем, профильного экзамена, это либо физика, либо математика, которая устанавливается, конечно, правилам приема Бурятского государственного университета. И если посмотреть области профессиональной деятельности, реализуемые нашей, скажем, нашим направлением, нашей кафедрой, то здесь бы хотелось сказать, ну, буквально несколько слов скажу вам, для того, чтобы вы знали, чем будут заниматься наши, скажем, выпускники. И здесь, так, секундочку. У нас читаемые дисциплины на нашем, скажем, на нашей кафедре. Это в области земельных отношений, в области кадастра недвижимости, также скажем, не обделена вниманием экологическая сторона, да, землеустройство, скажем, это геодезия, это дистанционное зондирование, фотограмметрия, это различные дисциплины такого плана, допустим, которые вам сейчас продемонстрирует наш молодой преподаватель Марина Владимировна, касаемо геоинформационных систем. В общем, скажем, учиться у нас интересно, работать престижно, скажем так, мы вас ждем. Добро пожаловать. Спасибо за внимание. Так, спасибо, Анфиса Валерьевна. Так, значит, ну, вопросы, я думаю, у нас в течение нашей так называемой видеолаборатории, конечно, коллеги, у вас возникнут. Но сейчас не буду задерживать ваше внимание, предоставляю слово
Цыдыповой Марине Владимировне. Это старший преподаватель кафедры земельного кадастра и землепользования нашего факультета. И параллельно хочу сказать, что это кандидат технических наук, инженер Рослесинфорг. Да? Ну, пожалуйста, Марина Владимировна, вам бразды правления, потому что центральное лицо сегодня у нас вы. И передаю слово. Хорошо, спасибо большое, Евгения Михайловна. Добрый вечер, уважаемые участники вебинара. Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое геоинформационные системы и веб-картография или же веб-ГИС. Для начала я покажу вам небольшую презентацию, чтобы рассказать некоторые теоретические моменты. И потом мы перейдем непосредственно к мастер-классу, на котором мы будем делать с вами веб-карту или же веб-ГИС, посвященную электронному гербарию. Так, я сейчас включу демонстрацию экрана. И презентацию. Итак, ГИС и веб-картография. Ну, начиная с наскальных рисунков, карт Древнего Вавилона, карт Греции. Секундочку. И Азии через эпоху великих географических открытий и по сегодняшний день люди создавали, создают и используют карты своей жизнедеятельности. Геоинформационные системы являются логическим продолжением развития картографии и ее интеграции с информатикой, дистанционным зондированием, фотограмметрией, математикой, статистикой и так далее. На сегодняшний день ГИС используется как в мобильных телефонах, автомобилях, компьютерах или в сети интернет. Их используют как в простых бытовых целях, например, как найти ближайший магазин или же как проехать от одной точки до другой, так и на государственном или же на международном уровне. Появление географических информационных систем относят к началу 60-х годов прошлого века. Впервые термин «географическая информационная система» появился в англоязычной литературе и использовался в двух вариантах – как Geographic Information System и как Geographical Information System, или же сокращенно GIS. В российском научном лексиконе исходной полной версией является географическая информационная система, или же редуцированная версия геоинформационная система, или просто ГИС. Определение, что такое ГИС, на сегодняшний день очень много, потому что ГИСы с каждым днем развиваются и появляются новые веяния, тенденции, и терминов очень много. Если раньше было одно-два определения в учебниках, то сейчас, если зайдете в интернет и посмотрите, что такое ГИС, вам будут выходить самые различные термины. Мне на самом деле нравится больше всего именно вот этот термин. ГИС – это система сбора, хранения, анализа и графической визуализации географических данных и связанной с ними информации об объектах. Также ГИС рассматривается как инструмент, позволяющий пользователям создавать, анализировать, редактировать цифровые карты, а также связанные с ними базы данных. Часто термин ГИС используют и в другом значении, просто когда говорят о какой-то программе или программном продукте, например, GIS-ArcGIS, или же GIS-MapInfo, или же GIS-QuantumGIS и так далее. Наиболее известная и, наверное, встречающаяся в каждой жизни каждого человека программа – это DoubleGIS, которой, наверное, каждый из вас пользовался. Для чего нужны ГИС? Ну, ученые посчитали, что около 80% информации, с которой сталкивается человек в своей жизни, имеет географическую привязку. Поэтому перечислить все области применения ГИС просто невозможно. Этим системам можно найти применение практически в любой сфере деятельности человека. Я лишь перечислю некоторые, наиболее популярные. Это управление земельными ресурсами, природными ресурсами, территориальное планирование, транспорт, инженерные коммуникации, прогнозирование, управление чрезвычайными ситуациями, ну и так далее. Ну, например, транспорт. Все мы уже привыкли пользоваться такими функциями, как в DoubleGIS или же в Яндекс.Картах, Google картах, как проложить маршрут, рассчитать расстояние от одного объекта до другого, или же
посмотреть, какой транспорт или маршрутка идет до нужного нам места. Или же, например, посмотреть, где передвигается автомобиль, как он движется, с какой скоростью. Все это возможно благодаря функциям GIS, то есть все эти функции настраивались именно в GIS-программах. Или же, например, обеспечение правопорядка или безопасности. То есть на основании электронных карт и связанных с ними баз данных люди могут принять решение о том, как много пунктов полиции нужно разместить в том или ином участке, районе, исходя из того, сколько людей там живет, какие организации там есть, если там школы, больницы или еще какие-то социально важные объекты. Все это важно при принятии решений. И вот такие геоинформационные системы помогают сделать нам обоснованный выбор. Или, например, в бизнесе очень часто используются геоинформационные системы. Например, я участвовала в таком проекте, где нужно было на каждом здании поставить точечку и к этой точечке прописать такую характеристику. Во-первых, из чего сделано здание, то есть кирпичное или панельное здание, сколько этажей, сколько подъездов в этом здании и сколько квартир на этаже. Также нужно было отметить тип здания, то есть либо это многоэтажка, или это коттедж, или же это частный сектор, частный дом. И еще нужно было указать, если в этом здании на первом этаже, ну или первом-втором этаже магазины или какие-то торговые точки или офисные помещения. Для чего все это собирается? То есть маркетинговая компания, она собирает всю эту информацию и, соответственно, принимает решение о том, стоит ли в том или ином районе открывать торговую точку и ту или иную точку, основываясь на именно этих геопространственных данных. И все вот эти функции в основном, ну или, например, еще, допустим, риэлторы, да, они могут сделать такую выборку, запросить, например, информацию, что им нужны именно кирпичные дома, которые имеют 5 этажей и которые находятся не более чем в 2 километрах от школы. Это тоже делается, можно высчитать, выделить все эти дома именно с помощью геоинформационных систем. Или я помню, относительно недавно, ну, несколько лет назад вышел такой закон, насколько я помню, про магазины с алкогольной продукцией, что они должны продаваться, могут находиться не ближе, чем 500 метров от школ. И для того, чтобы выделить те дома, да, в которых размещаются магазины, нужно было построить такой векторный слой, который бы отображал вот этот диаметр 500 метров. И как раз с помощью ГИСов строится буфер вокруг каждой школы, то есть школа – это точка, вокруг которой строится кружочек с диаметром 500 метров, и, соответственно, все дома, которые попадают в этот кружочек, то есть в этих домах нельзя размещать магазины, которые могут продавать алкогольную продукцию. Ну, я точно не помню, но что-то там было с этим связано, 500 метров или 200 метров, неважно. То есть ГИСы очень часто у нас используются в самых неожиданных каких-то проявлениях, и становятся востребованы. Один раз, я помню, меня спрашивали, просили создать ГИС, по-моему, это историки, они собирали песни или же какие-то мифы или легенды, в общем, в деревнях, и они хотели на карте отобразить каждый дом, в котором они как раз-таки собрали ту или иную песню или же там легенду или сказание. Вот. Ну, мы с ними что-то такое подобное тоже делали. Дальше. Как работают ГИС? ГИС хранит фактическую информацию о предметах в виде подборки тематических слоев, объединенных по принципу географического положения. Такой подход обеспечивает решение разноплановых задач по организации местности или же планированию мероприятий. Для нахождения местоположения объекта используются координаты точки, либо ее адрес, индекс, номер земельного участка или же какой-то иной идентификатор. Например, на данном рисунке внизу у нас изображен реальный мир, и выше тематические слои, как мы можем его разбить на слои в геоинформационной системе. То есть у нас отдельно будет создаваться слой
гидрографических объектов, рек, озер, отдельно слой будет дорог, отдельно слой рельефа, отдельно слой растительности, отдельно почвы и так далее. Этими слоями мы можем манипулировать, какие-то слои убирать, какие-то добавлять, менять их настройки, цвета изображения, условное обозначение и так далее. И, соответственно, путем наложения различных тематических слоев можно проводить какие-то анализы, расчеты, выявлять те или иные закономерности. Именно для этого как раз вот все объекты поверхности Земли, то есть мы же говорим о картах, в основном, они отображаются послойно, объединенно определенной какой-то темой. И основной формат представления данных – это растровый либо векторный формат, либо же модель данных. Наиболее нам знакомая модель данных или формат – это растровый формат, когда мы берем бумажную карту, сканируем и получаем сканированное изображение карты. Это и есть растровая модель данных или же растровое изображение. Как правило, оно бывает в формате JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG и так далее. То есть, когда вы приблизите на компьютере или же на телефоне вот эту картинку, вы увидите пиксели, такое пиксельное изображение. Это и есть растровое изображение. И у каждого пикселя есть три характеристики. Первое – это, как правило, цвет, и второе – это координата x, y, которая отображает положение этого конкретного пикселя в определенной системе координат. Ну, либо если нет никакой системы координат, то хотя бы положение пикселя, его в ряде и колонке. Это уже будет считаться, что это координата x, y. Векторная модель данных – это модель данных, которая представляет объекты поверхности Земли или же самой карты в виде каких-то геометрических фигур. То есть точек, точек, полигонов, кружков, дуг и так далее. Как мы получаем векторную модель? Как правило, путем оцифровки или векторизации. Это когда мы берем подложку, да, сканированную карту, и по ней отрисовываем реки в отдельном слое дороги, дома, здания и так далее. То есть как будто бы мы берем кальку, накладываем ее на карту или же на космоснимок и карандашом обводим и получаем уже на кальке свое изображение. Тут у нас получается, что с помощью мышки, как правило, мы оцифровываем нужный нам слой и получаем, соответственно, его в векторном формате. Классификация. Какие бывают ГИС? Существуют самые разные классификации ГИС. Их делят по территориальному охвату на глобальные, государственные, региональные или же локальные. Также делят по тематической направленности: природоохранные, метеорологические, информационно-справочные, геологические, градостроительные и так далее. Но мы с вами рассмотрим их классификацию по способу применения, по использованию. Условно ГИСы делят на настольные ГИС, веб-ГИС и мобильные ГИС. То есть настольные ГИС – это программы, которые устанавливаются на персональный компьютер или же на ноутбук. Это, как правило, бывают полнофункциональные системы, программы, которые позволяют нам редактировать, анализировать, создавать свои карты, обрабатывать данные дистанционного зондирования, работать с базами данных. И, в общем, у них очень большой набор функций, которые позволяют нам создавать геоинформационные системы. Но, как правило, они работают на каком-то конкретном компьютере, на котором, соответственно, была установлена эта программа. Веб-ГИС – это, по сути, та же самая ГИС, но она уже опубликована в интернете в виде геопорталов или же картографических веб-сервисов и просмотрщиков. То есть наиболее известные, которые, наверное, всем знакомы, картографические веб-сервисы – это, например, Яндекс.Карты, Google карты, OpenStreetMap. Это, получается, карта, которая связана с ней какая-то база данных, адресов, названия организаций, контактов этих организаций, которая опубликована в интернете. Но она значительно сокращена, конечно, по своим функциональным возможностям. То есть, как правило, вы можете просто посмотреть эту карту, рассчитать расстояние, сделать какой-то поиск по адресу или по названию улицы или места.
Также есть у нас геопорталы. Геопорталы, как правило, объединены определенной тематикой. А, У них бывает гораздо больше функций, чем просто у картографических веб-сервисов. Ну, с ними мы познакомимся побольше, вот как раз их будем рассматривать. И мобильный ГИС– это ГИС, который установлен у нас на мобильный телефон. Такие, например, как Дубль ГИС, и также приложение Яндекс.Карты, Google карты на телефоне. Есть какие-то там еще дополнительные. Ну, в общем, эти все приложения, они в основном связаны с картами. У них тоже ограниченный набор функций, как правило, но тем не менее они позволяют нам работать с картами независимо от компьютера или же даже от интернета. Если у нас программа, да, работает именно как установленная программа на мобильном телефоне. Чем еще они отличаются? Например, настольная ГИС чем отличается? В основном тем, что вот я, допустим, создаю свою карту, работаю с ней на своем компьютере, но в момент, когда я хочу ее передать с кем-то или поделиться этой картой, соответственно, я должна ее сохранить и передать там либо на флешке, либо отправить электронной почтой. И человек, который получит эту карту, он должен, во-первых, как минимум иметь программу, которая будет читать данный формат данных, и, во-вторых, он должен обладать определенными знаниями и навыками, чтобы правильно ее открыть, настроить проекции, там, стиль отображения и так далее. Что не всегда бывает удобно, потому что, как правило, вот ГИС-специалисты, они готовят эти карты как раз-таки для неспециалистов в области ГИС. И бывает довольно сложно и путано, потому что я, допустим, работаю в Аргисе, а кто-то работает в MapInfo. Я отправляю файл в формате shape. Чтобы открыть MapInfo формат shape, нужно, в общем-то, приложить небольшое усилие. Если человек этого не умеет делать, он никогда не сможет открыть эту карту. То есть это определенное время трудозатраты. Например, WebGIS позволяет нам избежать такой проблемы, потому что, во-первых, для того, чтобы работать с WebGIS или геопорталом, не нужно никакой программы, то есть нужен доступ к интернету, и все, вы уже получаете доступ к карте, можете ее просматривать. Соответственно, многие веб-ГИС и геопорталы обладают функциями, где можно редактировать данные, анализировать прямо уже в интернете. И, как правило, интерфейс вот этих геопорталов, он интуитивно понятен. То есть людям не нужно обладать какими-то специальными знаниями или навыками, чтобы понять, как добавить слой или отключить его, поменять ему цвет или же измерить расстояние. Ну, то есть они устроены так, как мы уже привыкли пользоваться, как в Дубльгисе или же в Яндекс.Картах. И они очень, в общем-то, не вызывают проблем у пользователей. И второе достоинство, наверное, именно WebGIS в том, что мы можем одновременно, разные люди, вносить изменения в один и тот же файл. То есть, например, если я работаю со своей картой, да, создаю какие-то точки, и если кто-то хочет тоже параллельно создавать эти точки, то, соответственно, я должна закончить редактирование своего слоя и передать этот слой другому человеку. Он начинает его редактировать и вносит свои какие-то данные. Соответственно, я уже не могу параллельно редактировать и вносить эти данные. Например, у нас, если очень много данных, допустим, несколько тысяч, ну, допустим, по тому же гербарию, да, то это, во-первых, неудобно и трудозатратно. И вот как раз-таки WebGIS, они часто именно и предназначены для того, чтобы люди могли одномоментно вносить данные в один и тот же слой, то есть одномоментно его редактировать. И при этом не нужно было никуда его пересылать, передавать, и чтобы все эти данные хранились сразу же в одном месте. Посмотрим, какие бывают примеры геопорталов. Один из наиболее известных геопорталов государственного уровня– это публичная кадастровая карта. Здесь у нас имеются картографические подложки и векторные слои с земельными участками, которые стоят на кадастровом учете в Российской Федерации. То есть здесь есть кадастровые округа, районы, кварталы и вплоть до каждого земельного участка.
И с этим земельным участком связана база данных. То есть если вы зайдете в поиск, да, наберете кадастровый номер земельного участка, он обязательно отобразится на карте и отобразится его атрибутивная таблица, то есть база данных, в которой будет написано номер этого участка, размер участка, когда он был поставлен на кадастровый учет, вид разрешенного использования и так далее, и так далее. Это вот такая у нас публичная кадастровая карта, геопортал. Дальше. Другой портал – это геопортал Республики Бурятия. Здесь объединены тематические слои, связаны с земельными ресурсами, сельским хозяйством, лесным хозяйством, объектами туризма, торговли и так далее, и так далее. Здесь можно подключать различные слои, также производить подключение различных подложек и поиск осуществлять какой-то, готовить карты к печати, делать какие-то измерительные операции стандартные. Еще есть такой тематический портал, геоинформационный портал «Природа Бурятии». Здесь объединены ресурсы, связанные, соответственно, с природными ресурсами, отображены границы особо охраняемых природных территорий, границы охотугодий, лесничеств, объекты Красной книги, водоохранные зоны и так далее, и так далее. Мы с вами будем работать сегодня на платформе NextGIS. Она включает в себя настольную GIS, именно NextGIS QGIS. Это программа, которая устанавливается на компьютер, с которым мы будем работать. И NextGIS Web – это как раз-таки WebGIS, с помощью которой мы будем публиковать нашу веб-карту, связанную с электронным гербарием. Также в ее состав входит NextGIS Mobile, который, как правило, используется для сбора данных в полевых условиях. Что это дает? Например, у нас уже есть свой геопортал, там размещена какая-то информация. Те же самые, допустим, гербарные листы, точки сбора гербарных листов. И вот мы отправляемся снова в полевой сезон, выезжаем в лес куда-то, собираем новый лист и сразу же можем поставить точку на телефоне, да, в мобильном приложении, и она может отобразиться сразу же у нас на геопортале. И мы сразу можем заполнить к ней всю форму, да, то есть название растения, там все остальные характеристики, ну и сфотографировать, например. Ну, соответственно, гербарного листа же у нас там еще не будет. И эта точка сразу же отобразится у нас на карте. Или, например, мы по работе, у нас тоже отправляются полевики в лес, например, ищут квартальные столбы. Вот он ее нашел, квартальный столб, поставил точку, а я уже в кабинете вижу, что он ее нашел, и она находится там-то, там-то, а следующая точка там будет находиться у него там в стольки-то километрах. И я могу его как-то подкорректировать, сказать, что ну, эта точка нам не совсем подходит, этот столб, давай найдем другой. Ну, в общем, так работает мобильный ГИС. Ну, именно вот это NextGIS Mobile. Ну, еще есть какие-то дополнительные сервисы, можете посмотреть на сайте. Что хочу сказать, что программа есть как в бесплатной версии и так платной. Мы будем работать с вами именно в бесплатной версии. Так. И здесь я ее буду запускать. Покажу, как она у меня запускается. Где же? Вот, NextGIS. Так, ну на самом деле я записала видеоролик, то, как я сейчас буду делать вот, наш электронный гербарий, потому что мы работаем в онлайне и с веб-сайтами, и периодически они могут зависать, и возникают некоторые проблемы. Чтобы у нас таких провисаний не было по времени и долгих загрузок и так далее, я записала ролик, и какие-то там моменты, ну, допустим, не имеющие большой смысловой нагрузки, да, просто их нужно было сделать, мы там немножко подкорректировали, сократили, чтобы вам было более интересно. И сейчас я вот запускаю их.
Марина Владимировна, не слышно, однако. Или только у меня не слышно? Так, секунду. Так, секунду. Где? На русском. Вот если мы поменяем, Наверное, придется синхронно озвучивать, Марина Владимировна. так, секунду. Так. Так, секунду. Я вот тут немножко запуталась, что у меня что, почему она вообще у меня не выключается. Так, я не поняла, Евгения Михайловна, не получается, да, что-то не идет? Звук не слышно. У меня только или коллеги еще? Организаторы, посмотрите, только я не слышу или кто? Нет, Это у звука всех. нету действительно. Звука Плохо нет, слышно, да? да? Так, сейчас, секунду, попробую еще раз запустить. Странно. Слышно было? Демонстрации Нет. экрана не было. Все, поняла. Сейчас, секунду. Еще раз я должна включить демонстрацию экранов, да? Так, и запустить видео. Теперь слышно? Марина Владимировна, совсем тихо. Слишком тихо, да? Да-да. Так, У Может, вас на ноутбуке запускаете, да, ролик? да, на ноутбуке. Да. Так, ну сейчас я еще раз попробую запустить и максимально громко сделаю. не, Марина Владимировна, наверное, лучше вы синхронно объясняйте, да и все, если что, на паузу будете ставить. Вы же знаете там, где что. Чтобы звук хороший был, иначе звук с эхом, он не Так, очень хорошо слышно. ну сейчас я запутаюсь. Так, я же... Так, ладно, попробуем. Тогда звук вообще убрать, да, надо на видеозаписи этой? Наверное, звук убрать, потому что, ну, сами будете синхронно делать, все нормально там, вы же видите где. Почему-то кто-то видео не видит, у нас видно у всех, Все мы, понятно, мне теперь... да, там, наверное, что-то, Так, сигнал слабый, наверное. Пожалуйста, Марина Владимировна. сейчас, мне нужно тогда здесь отключить звук, тогда в видеозапись, чтобы шла без звука, ну, чтобы не дублировалось.
Вон Таня Панкова говорит, что нам микрофон выключить. А вот Тогда сейчас меня слышно? вас слышно. Ага, вот сейчас слышно, да? Ладно. Тогда я запускаю, получается, видео без звука и сама его комментирую, да? Да, давайте так. И вас хорошо слышно будет, все нормально. Ну вот, здесь мы, получается, уже запустили программу NextGIS и добавляем текстовый слой. Уже у меня заранее подготовлены с описанием гербарных листов, которые были собраны и описаны. И в этом листе самое главное, в текстовом файле есть координаты места сбора, то есть есть широта и долгота. Он добавляется как файл CSV. Ну вот, и что-то он теперь не грузится. Это я хочу убрать. У меня зависло видео. У вас зависло или нет? Ну, показывается, нормально идет. Показывает. Вот у меня вот не совсем. В общем, добавили. Сейчас, секундочку, я вернусь тогда назад. Мне так непонятно вообще. Тут у меня мигает что-то. Так, секунду. Давайте тогда заново я запускаю это видео. Тут убираю другие окна. Так. Вот, загружаем, значит, наш подготовленный текстовый файл в текстовом формате TXT. Вставляется он как слой CSV с определенными настройками. Нужно нам указать путь к этому файлу. И настроить определенные настройки. Кодировка Windows 1251 позволяет нам просматривать файлы, тексты, которые написаны на кириллице. Потому что часть у нас текста написана на латинском языке, а часть на русском языке. И поэтому нужно именно установить кодировку Windows 1251. Если мы поменяем кодировку на UTF-8, например, популярная кодировка, вы увидите, что русский текст у нас не читается, а читаются только латинские названия. Поэтому мы снова возвращаемся к 1251. Ставим здесь разделители табуляции, точка с запятой. И самое важное, указываем здесь формат геометрии, координаты точки. И в качестве x-координаты указываем долготу, и y-координата – это широта. Они у нас, вот эти две колонки, есть в нашем текстовом файле. Далее устанавливаем систему координат для слоя. Поскольку координаты у нас обозначены в широте и долготе, то мы выбираем географическую систему координат. В GIS-системах она обозначается как VGS-84 с кодом 4326. Это традиционное обозначение, оно в любой GIS именно так обозначается. Еще раз щелкаем, нажимаем ОК. Она запрашивает почему-то 2 раза определить систему, нажимаем ОК. Все, наши теперь точки, координаты отобразились в виде точек. Дальше просматриваем ее атрибутивную таблицу. Вот у нас есть здесь классы, семейства, роды, латинское название, русское название, какие-то описания. И вот самое главное, наши координаты и поле link, куда мы будем прописывать гиперссылку на сканированные гербарные листы. Затем я хочу добавить еще векторный слой административных границ районов республики, чтобы нам было более понятно, как распределены точки в пространстве. Выбираю этот слой с форматом Shape, открываю.
Теперь мне нужно его опустить ниже нашего точечного слоя и сразу применить ему настройки, чтобы он стал прозрачным. А граница осталась черной. И теперь хочу настроить сам слой точек тоже, чтобы он отображался по-разному, например, по семействам или по родам. Для этого я выбираю уникальное значение. И, по-моему, так, да, здесь заканчивается ролик. И здесь продолжение у меня. Вот, теперь хочу, чтобы по семействам отображалось разными цветами. Заходим в свойства слоя. Здесь мы пропустили важный этап, то есть нам надо было эти точки сохранить именно векторный формат Shape. Я вот нажимаю «Сохранить как» и пересохраняю его в новый слой Shape, в Shape формате. Также оставляю систему координат VGS84, кодировку Windows 1251, а исходный слой удаляю. И уже для него настраиваю стили отображения. Здесь выбираем уникальное значение, отображать по полю фамилия по семейству, да, добавляю все наши семейства. Здесь можно настроить, каким цветом какое семейство будет отображаться. Далее подписываем. Хочу подписать, например, нашим латинским названием, точнее здесь. И здесь вообще можно настроить подписи, шрифты, цвет шрифта, размещение подписи и так далее. Но мы здесь пока задерживаться не будем, просто отобразим как есть. Теперь у наши семейства разными цветами и есть подписи названий каждого вида. Теперь я хочу сделать картографическую подложку из карт, которые есть в интернете. Для этого я воспользуюсь сервисом Quick Map Service. Это установленный модуль, он не идет автоматом при установке программы, его нужно установить самостоятельно. Заходим в модули, управление модулями, и вот здесь у меня стоит галочка напротив Quick Map Service. А у вас она не будет стоять, пока вы ее не установите. Ну и вот я хочу добавить, во-первых, OpenStreetMap, стандартную карту. Эту карту вы много где видели, она в интернете, во всех практически навигационных картах, мобильных приложениях используется. Но я хочу добавить также и космоснимки через поиск Quick Map Service. И вот здесь у меня уже отображены те подложки, которые я недавно искала. Например, я хочу добавить Яндекс.Сателлит, то есть космические снимки с Яндекса, сервиса Яндекс. Я их добавила, теперь OpenStreetMap надо отключить, и у нас отображена теперь Яндекс.Сателлит. Можно увеличиваться, соответственно, карта у нас детализируется. Еще я хочу добавить Google Сателлит Гибрид, потому что там есть названия объектов, то есть космоснимки и какие-то подписи дорог, населенных пунктов, рек, и там даже вот заповедники есть. Так пользоваться гораздо удобнее. Вот у нас получается, что наша мини-ГИС готова. И сейчас я ее хочу опубликовать в интернете, то есть сделать свой маленький геопортальчик или же веб-карту. Вот есть, я хочу именно сделать в NextGIS Web. Это уже окно администратора. Я его здесь закрываю. Хочу закрыть, чтобы вам показать, как в него вообще попасть. То есть набираем NextGIS в интернете. Все остальное стираем. В поиске заходим на их сайт.
И вот заходим сюда. Но я сюда захожу, у меня автоматом уже заходит, потому что у меня уже пароль, логин, все введено. Перехожу на свою карту. Это мой личный кабинет. Здесь уже у меня размещены определенные слои, с которыми я раньше работала. И поскольку это бесплатная версия, то здесь ограниченное количество слоев, которые можно опубликовать на этой карте. Их всего может быть 30. Также здесь ограничены функции редактирования слоя. И можно иметь только одну подложку OpenStreetMap. Платной версии там можно чуть ли не 2000 подложек использовать, 3D всякие подложки, редактировать векторные слои. Ну, очень много чего можно делать именно в платной версии. Так, она, по-моему, опять зависла, Елена идет. Вот я покажу вам свою карту, которую я начинала делать, ОПТ Бурятия. Ну, когда-то я вот ее делала, не доделала. Подключаю заповедники. И еще у меня есть слой здесь минерально-сырьевые ресурсы. Но сегодня мы будем делать свою карту именно с нашим гербарием. Поэтому мы возвращаемся к нашей карте. И с помощью такого модуля NextGIS Connector, его тоже нужно установить через модули, подключаемся к нашему веб-сервису, да, к нашей веб-карте. Смотрим, да, что вот у нас на сайте, да, вот одни и те же слои. И когда мы подключаемся к нашему веб-сервису, то видим, что те же самые слои. Сюда мы импортируем наш проект, который называем гербариум, например. Мы его отправляем, он загружается. Там в конце он еще будет ругаться, что он не может отправить туда Яндекс и Google карты, потому что в бесплатной версии может отобразиться только одна подложка. И все, автоматически наша карта публикуется в интернете. Вот наверху в строке вы видите ее адрес. И вот слои наши на карте. Обратите внимание, уже именно с теми настройками, с которыми мы сделали именно в своей программе. Здесь мы можем просмотреть, так же, как и в QGIS, таблицу атрибутов и отредактировать именно таблицу мы можем. Сам вектор мы не можем редактировать, мы можем редактировать только таблицу. Заходим, здесь мы можем что-то поменять, но я не стала там ничего менять, просто показала, что это можно будет сделать здесь. Так, теперь закрываем. Здесь я хочу показать функцию поиска по карте, например, по слову «пинус». Я его печатаю в строке поиска, и он показывает мне все объекты, которые есть в наших векторных слоях и в самой вот этой карте OpenStreetMap, которые имеют название «пинус», то есть слово «пинус». Видимо, есть они в названиях улиц где-то, но у нас интересует именно в нашем векторном слое. Мы выделяем каждую точку, и она нас приближает к ней. Вот Ларик Сибирика вышла, потому что, значит, где-то в ее таблице атрибутов все равно есть слово «пинус». Возвращаемся обратно к своим слоям. И есть функция, как поделиться своей ссылкой на карту в соцсетях. Facebook, Twitter или же ВКонтакте. И есть функция распечатать карту, ее можно подготовить. Сейчас мы обратно вернемся, увеличим до слоя, чтобы она побольше отображала.
И вот можно сделать формат бумаги А4, она будет распечатываться в таком виде. Либо можем поменять, ну, вот на любой из этих форматов. Также можем поменять масштаб или просто сохранить карту в JPEG или же в PNG, если мы не хотим прямо сразу же ее печатать из онлайн. Но теперь мы тут забыли важный момент. Мы не прописали гиперссылки к самим сканированным листам гербария. Видите, строчка у нас пустая. Так. Часть 3. Здесь мы будем прописывать уже сами гиперссылки к этим листам. Для этого мы заходим, начинаем, во-первых, редактировать, заходим в свойства слоя, переходим к свойствам поля, и где вот поле link, вместо текстового поля выбираем внешний ресурс, и здесь устанавливаем такие настройки. Это путь к нашей папке, где у нас будут лежать наши гербарные листы. Также режим хранения путь к папке, к файлу точнее. Здесь показывать гиперссылку к документу и показывать полный путь. И также выбираем тип изображения, потому что у нас не сайт, ну, ссылка не на сайт, а именно на изображение. Дальше начинаем редактировать атрибутивную таблицу, меняем вид. И, например, вот у меня есть сканированный лист Larix Gmelini. Теперь нам нужно прописать эту ссылку в поле link. Открываем форму и показываем путь к листу сканированному. Открыть. И она у нас уже появилась. Сохраняем изменения. И теперь таким же образом будем прикреплять другие листы к остальным точкам. Dryopteris fragrance у нас есть. Включаем его. Ну, а дальше мы будем прикреплять их, как будто бы у нас есть остальные гербарные листы, просто у нас всего их несколько. И быстренько я их тут прикрепляю к каждой точке, получается, нашей. Сохраняю, но все не стала делать. И теперь, например, беру идентификатор, кликаю на нашу точку, просматриваем ее таблицу и кликаем на само изображение. И вот так будет у вас открываться гербарный лист. Теперь надо заново отправить этот слой на нашу веб-карту. Снова я подключаюсь к NextGIS коннектору и импортирую данный слой к нам на карту. Import Selected Layer, то есть импортировать выбранный слой. Теперь получилось два слоя, и исходный первый слой я удаляю. И перехожу к нашей карте. Так, здесь неправильно я перешла. Возвращаюсь на NextGIS.
Открываем карту и видим, что наш слой не отображается, потому что на самом деле у нас здесь было прописано, что будет отображаться слой HERB 2, а на самом деле сейчас он у нас называется HERB 2 в скобках 1. Поэтому я его тоже удаляю. И еще раз пытаюсь отправить этот слой. Отправляю, открываю. Но все равно у меня здесь не получилось, потому что изначально у нас был другой слой, поэтому мы удаляем полностью весь проект и заново отправим весь проект снова туда. Import current project, то есть импортируем текущий проект. Опять называем его гербариум. Нажимаем ОК. И теперь вот наш слой отображается на нашей карте. Нажимаем на него, просматриваем. Гиперссылка есть, но она здесь не работает, потому что здесь на веб-карте картинку надо подгружать немножко другим образом. То есть у нас есть вкладка «Вложения», «Загрузить». Переходим в вкладку «Вложения». И «Загрузить». Здесь уже загружаем нашу картинку. Она довольно долго прогружается. Нужно подождать, чтобы она именно здесь появилась. То есть я пытаюсь сохранить. Вот сейчас вот сохраняю. И после того, как она появилась, перехожу на карту. Заново щелкаю по нашей точке. Перехожу во вложение. И вот теперь наша картинка здесь появилась. Ну, соответственно, таким же образом нужно будет каждой точке подгрузить наши сканированные листы. Причем можно подгрузить несколько листов или изображений. И здесь есть еще вкладка «Описание». Здесь можно какое-то большое текстовое описание сделать, какие-то пояснения. Ну и на этом, по-моему, все. Да. Все. Что еще хотелось бы добавить, что в платной версии, конечно, больше функций, как раз-таки реализована функция, когда можно редактировать слои непосредственно на сайте. То есть я загрузила свой слой, например, гербарных листов, а у кого-то там нету этой программы, нету ни Яндекс.Гис, ни QGIS, и у него есть только интернет. И он может уже сам на сайте поставить точечку, где ему нужно, и прописать все вот эти описания, да, класс, род и так далее, и подгрузить вот эту картинку. Также, соответственно, и может использовать мобильную версию. Но NextGIS Web – это не единственная программа, которая позволяет создавать нам такие геопорталы, веб-сайты, WebGIS. На самом деле есть еще известная довольно программа GeoMixer, или же есть еще программа GeoAnalytica наша российская, и от компании SafeZone. Что еще? Вот недавно мы еще, кстати, участвовали в одном конкурсе от компании GIScloud.com. Сейчас я сделаю демонстрацию экрана еще раз. Они ежегодно проводят конкурс идей. То есть это не проектов, не реально реализованных проектов, а конкурс идей, где вы пишете, что вы такие-то, такие-то, хотите создать вот такой-то проект с помощью WebGIS. Это именно WebGIS.
Отправляете туда в этот именно день ГИС, и они оценивают эти проекты, и, соответственно, у них есть, по-моему, 3 места, и они вот победителям дарят вот эту программу бесплатно. Так она примерно тоже выглядит. Тоже здесь можно создавать карту и, соответственно, добавлять слои тут различные и так далее, и так далее. То есть, ну, если кто-то заинтересуется, может попробовать. Там на английском языке надо заполнить анкету и вкратце описать свою идею. Может быть, она им понравится, и они вам подарят бесплатно эту программу. Вот. Ну, на этом пока у меня все. Если есть вопросы какие-то, можете задавать. Так, уважаемые участники, если есть вопросы конкретные, пока у нас Марина Владимировна человек занятой, поэтому пока она у нас сегодня в доступе, можно как раз задать вопрос. Так, уважаемые коллеги, учителя, студенты, есть вопросы? Или пока вы перевариваете еще этот материал? Так. Пока у нас, видимо, думает Марина Владимировна, да? Ну, уважаемые коллеги, спасибо, Марина Владимировна, большое за шикарнейший мастер-класс, потому что я сама, как биолог, другими глазами посмотрела на вот эту вот систему. Изначально мы немножко секрет откроем, да, Марина Владимировна, что Марина Владимировна сначала сказала, как можно через компьютер передать вот это вот, научить. Но вот все-таки очень хорошо получилось. Я думаю, понятно для нас, как для людей, которые вот только-только начинают погружаться в эти возможности ГИСов, да. Я думаю, все обратили внимание, что вот эти геопорталы Республики Бурятия, геопортал «Природа Бурятии» очень интересные, да. И вот как раз мы сейчас знаем, что по ВГОСам идут такое направление, как надпредметные связи. И вот как раз сегодняшняя видеолаборатория показала, что и биология, география, информатика, да, все это здесь можно объединить как раз, если начать работать вот над этими проектами. Ну, хочется еще раз сказать, что запись семинара будет размещена. Здесь вот в чате вы видите, что часть ссылок у нас уже Павел Валерьевич отправил, да. И еще в качестве анонса хочу сказать, те люди, которые все-таки заинтересовались вот этими ГИС-технологиями, ГИС-программами, мы сейчас думаем о таком проекте, как курсы повышения квалификации именно по ГИС-технологиям. Ну, вот в следующем полугодии мы, наверное, их будем запускать. Если эти программы вас заинтересовали, то, пожалуйста, будьте с нами на связи, и можно будет пройти вот как раз курсы повышения квалификации. Я думаю, что вам, как учителям географии, это будет вот очень на будущее очень полезно, потому что действительно тяжело, но это интересно в то же самое время, да. Ну и в январе мы еще один мастер-класс все-таки ожидаем от кафедры земельного кадастра и землепользования, уже погружение в геодезические программы, да, тоже есть специфические программы, это тоже сложно, но очень интересно, я думаю, вы как трансляторы географической науки, так и учеников ваших, вы прекрасно знаете, кто мог бы вот этим увлечься, да, и заняться этим. Так, еще ну, в чате мы видим, что действительно не зря мы с вами сегодня потратили время, да, и чуть больше 1,5 часов, да, получается, у нас с хвостиком, да, немножко сейчас, то действительно прошли у нас не зря. Ну, коллеги, кто еще хочет немножко высказаться, поделиться, может быть, какое-то свое видение? Можно я выскажусь? Можно. Пожалуйста. Пляскина Анна Андреевна, 14-я гимназия. Ну, тема очень интересная, и мы все-таки в школе очень мало сталкиваемся, мы только рассказываем про ГИС-технологии. Как раз вот хотелось бы, чтобы вот старшеклассники попробовали вот эти ГИС-лаборатории. И вот, ну, очень приятно вот принять предложение как раз-таки пройти курс квалификации. Хотелось бы самой научиться вот строить такие карты. Это очень хорошая база как раз для научно-исследовательских работ. То есть у нас дети всегда
сейчас собирают информацию вот как раз-таки на различные конференции, и вот очень хорошо было бы отображать это все на картах, созданных как бы, вот, ну, школьниками, учителями и так далее. То есть тема достаточно очень интересная, и хотелось бы дальше осваивать. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, Анна Андреевна. Еще, уважаемые коллеги. Ну, вот у нас здесь тут студенты есть, да, которые уже как раз должны освоить эти ГИС-технологии. Да, Марина Владимировна, они у нас уже владеют ими? Ну да, кто уже прошел нашу дисциплину, конечно, владеют. Ну, еще будут изучать какие-то вещи. Веб-ГИС постарше уже все-таки на курсах они изучают. Да, ну я думаю, будет интересно всем. Так, еще, коллеги, есть желающие? Ну, мы с вами всегда на связи. Вот здесь сейчас кто-то писал в группе, что как подключиться в группу Ассоциации учителей географии. Напишите мне, пожалуйста, в Вайбере, и я вас включу в эту группу. Телефон свой, так, я, наверное, сейчас запишу телефон, чтобы в Вайбере мне на телефончик напишите. И так, сейчас я что-то не это. Так, вот, телефон я отправила. Так, есть, нет, нет, да, почему у меня не вижу все. Так, вот, вышло, да, телефон видно? Да. Так, ну все. Ну что, уважаемые коллеги, время дорого, да, время деньги у нас сейчас. Еще раз хочу поблагодарить Марину Владимировну, что все-таки в свой сложный график, очень напряженный, вы уделили время и нашим учителям географии. Я думаю, сейчас действительно коллеги немножко подумают, переварят и с интересом будут включаться в наши следующие мероприятия. Вам большое спасибо, что вы присоединились к нашему вебинару и позвали меня выступить. Но мы-то всегда рады звать. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. В ближайшее время у нас больше профориентационных мероприятий не будет. Но мы всегда с вами на связи в группе Viber. Спасибо большое и всем до свидания. Всем здоровья.